Ситуация с паводком на реке в районе Ухты стабилизировалась, сообщает местное управление по делам ГУЧС. Напомним, накануне спасатели предупредили, что уровень воды в реке может достичь неблагоприятной отметки в 590 сантиметров. Подтопление грозило жилым домам вблизи водоемов, однако прогноз не оправдался. До критического уровня оставалось 7 сантиметров, когда вода прекратила подъем. Мы не готовы сказать, что начался спад, потому что за последние сутки мы наблюдаем отрицательную динамику, примерно минус 1 сантиметр каждые 2 часа. По состоянию на 10 утра 16 мая 2018 года уровень воды в реке Ухта, по данным с гидрологических замеров, составил 583 сантиметра. Критический уровень, при котором начинается активное подтопление, 590 сантиметров. В ближайшие дни мы ожидаем стабилизации этой обстановки, и если все будет благополучно, то к выходным, наверное, начнется спад воды. Тем не менее, все силы и средства экстренных служб продолжают находиться в состоянии готовности. Они будут задействованы, если вода вновь начнет подниматься. Напомним, последнее активное подтопление в Ухте было в 2009 году. Тогда вода достаточно высоко поднялась по улице Заречной. Людей пришлось на время переселить. Пока же в городе потоплены лишь придомовые территории, а еще и местный стадион спорткомплекса «Нефтяник». С такой проблемой руководство столкнулось впервые. То есть ливневая канализация, которая там есть, и колодцы, они оказались не способны противостоять поднимающемуся уровню воды. То есть, по сути дела, ливневка сейчас идет обратно ввиду большого уровня воды в реке Ухта. То есть, своевременно надо было просто перекрывать вот эти ливневые колодцы, и тогда у нас бы не было вот этого перетока. Там сейчас примерно 3 колодца, через которые идет выход воды обратно. Но, к сожалению, пока уровень не упадет, придется это дело терпеть. Да, обидно, да, печально, но здесь уже ситуация, с которой, в принципе, на сегодняшний день бороться уже невозможно. О том, переживет ли потоп покрытие стадиона, говорить рано. Однако в восстановление объекта городу все же придется вложиться. Как минимум потребуется уборка газона.